Здравствуйте, дорогие читатели смарт-библиотеки 2.0.3. И с вами наша постоянная рубрика «Встречаемся с Мартой». И у нас сегодня в гостях Валентина Николаевна Романова-Ческырой. Привет, Валя. Как дела? Чем ты занималась вот до того, как сюда приехать к нам? Конечно, семейными делами занималась там, и дачными делами, и, конечно же, и в театре много дел было, работы было, уже начинаются репетиции и общественные работы. А спектакли ты играешь сейчас в каких-нибудь спектаклях? Ну, сейчас возобновляют спектакль «Ты милантыга холба», Сергей Потапов поставил, и вот возобновляем, я там. Играешь? Ну, сквозные роли, да, сквозные. Понятно, хорошо. Так, а что ты можешь рассказать нашим читателям о нашей библиотеке? Ты здесь в первый раз, да? Да, такая атмосфера, такая молодежная, я чувствую. Воздух такой прям. Все новое, да? Это я чувствовала в Лондоне, в университете СУАС, когда меня пригласили на мастер-класс, я давала там. Там чувствовала запах учебы, атмосферу учебы. А здесь запах молодежи. Да. Так, ладненько. Вот сейчас период пандемии, да, самый такой сложный год для творческих людей, я так считаю, да, сам. Вот, что ты делала на самоизоляции, как вообще прошло вот твой период именно вот? Ну, самоизоляция, оказывается, надо быть семьей. Если не было бы, я везде работала бы, семьей не была бы, совсем мало времени уделяла бы. Когда, если даже трудно, надо видеть хорошее, положительное. Я думаю, что и работа над собой, да, и можно и сочинить какие-то песни. Тут уже творческий человек, нету границы, вот именно такого вот. Сегодня я не могу, пандемия, нету. А именно связь с космосом он должен творить, даже когда во время войны все это делать. Я понял, да, то есть ты хочешь сказать, что в этой самоизоляции ты нашла много плюсов? Да. Больше плюсов, чем минусов? Ну, как творческий человек? Я успокоилась, во-первых, и остепенилась, и работала над собой, над своим здоровьем и над работой, семьей и здоровьем. Перейдем к теме кино. Вообще, я знаю, что ты снималась в сериалах там, и так далее. Немного расскажи вот именно до «Кинотавра», допустим, как вообще происходила твоя работа именно в кадре? Человек всю жизнь учится и открывает новые двери. Я думаю, что кино это для меня это новое. Но знаете, что меня подготовили именно сниматься в фильмах, подготовили потихонечку. В сериалах ты играла? Да, потихонечку спектакли готовили меня. Вот я чувствовала, что такое драма, и познакомилась с режиссерами разными, и они меня тоже ковали, учили, да. И после этого я пришла к сериалу. Меня пригласили и сниматься «Аспатам Тана». И спасибо, благодарна режиссеру Марине. Она меня познакомила с камерой и сценарием, и она давала поле действия. То есть все началось с театра. Ты играла еще в моем мюзикле «Чудный костюм». Да. Там была тоже сквозная роль такая, да? Я думаю, что уже, к сожалению, была сквозная роль. Хорошо было бы, если бы как-нибудь потом еще какой-нибудь очень хороший мюзикл написать, и где ты бы сыграла бы самую главную роль. Уже потихонечку приобретаю опыт. Как вообще появился этот фильм «Пугало»? Расскажи поподробнее о том, как ты туда пришла и как ты его сыграла. Вот самый главный вопрос, как ты его сыграла? Знаешь, Егорка, «Пугало» сама нашла меня. Находит. Ну, бывает, да, такое, что роль... И мы очень похожи. Она свободна, очень свободный человек. Она вне системы. Поэтому она как белая ворона
смотрится, да, и чувствуется. Мгм. А я в свободном творчестве. Мгм. Она же панк. Я тоже была панком когда-то. Все мы немного панки. Она вообще прекрасный человек. Очень чистый, очень красивый человек, на самом деле. Как тебя пригласили на эту роль? О, это, знаете, что Дмитрию посоветовал наш общий друг, который в Москве живет. Мгм. Мы с ним познакомились, встречались с Сергеем Потаповым. Это давно студенческие годы, когда он учился в Москве, и вот тогда он меня увидел. Потом посоветовал Дмитрий. Мгм. И Дмитрий посмотрел на YouTube-канале и по интернету мои выступления, всякие разные творческие мои работы. И он сразу утвердил без пробы, без кастинга меня. Мгм. И летом он меня позвал. Ну, сценарий уже был написан. Предложил летом. Сценарий был написан еще до, получается, как бы пробы там, да? То есть он не был написан под тебя? Да. Или он потом был переписан? И Дуня тоже, Антона тоже. Тоже она там снималась? Да. Я просто Ну, смотрел да, в еще. сериале я тоже этот сценарий именно не для меня, а раньше был этот роман. Все, понял. Да. Я вот, когда узнал о том, что ты победила главную роль на Кинотавре, Женская роль, женская да. роль, главная женская роль, да, и такой приз просто, ну, вы вообще молодцы, я вас поздравляю, всю вашу команду, в особенности тебя, потому что, ну, ты как вторая мама мне, на самом деле, поэтому я на «ты» так разговариваю. Так. Какие ощущения у тебя было? Это же историческое событие, на самом деле, для якутского кино и вообще для Якутии. Да, это историческое. Какие чувства? Мы открыватели, я чувствовала себя открывателем. Я всегда и в музыке тоже открываешь, да? Я знаю. Хулиганить надо, тогда откроешь. Откроешь. Да. Явно 100% откроешь. Ага. Ну, я горда была, потому что 3 шарика. 3 шарика, хоть и перевес, но 3 шарика мы привезли Якутию. И после нас в Кинотавре будут и осматриваться, и будут приглашать другие работы. И новые таланты будут стремиться туда. И режиссеры тоже. Угу. Поэтому и могут на короткий метр попробовать. Я думаю, что-то выйдет. Кто-то еще ну, будет еще дальше. А когда у нас в кинотеатрах покажут этот фильм? Ну, говорят, что в следующем году. Да? В 2021 году. Круто, круто. Так, ну, потихоньку переходим к панкерству нашему, к музыке. И расскажи о том, как ты пришла к музыке. Ну, как бы я знаю, но расскажи нашим читателям. Ну, это с детства у меня. С детства я ребенок сцены. Я приходила каждый день, заходила в клуб сельский. И я... А в каком селе? Мандагай. В Чурочинском Русе красивое село есть. Оно раньше было огромное при Союзе. И там был речной порт, и там был и аэропорт, и большая ферма. Очень-очень вообще круто. Ну, в общем, большая деревня была. И ты занималась, получается, с детства музыкой? Да, пела да, или ты играла? Я пела. Я пела. Учителем пения моя любимая учительница Гурьева Людмила Афанасьевна. Она мне всегда 5 ставила. Нет, 2, 3, 4 не было. Не было никогда, да? А 2 были. 3 тоже были. По другим предметам. Я ужасно любила физкультуру. Вообще не любила. Потому что каждая команда, куда я попадала, они проигрывали. Ну, ты понял, да? Это какая-то Я бегу и сочиняю что-то. И команда проигрывает, получается. И такая, А более профессиональной ты музыкой когда стала заниматься? Ну, я в 93-м году поступила в колледж культуры и искусства, эстрадное цирковое отделение. И мой мастер Юрий Егорович Платонов меня заметил.
И команду взял меня. И в 96-м году уже я поступила уже в театр нынешний, мой родной театр. Я уже сколько лет служу, да, в театре эстрады. И верой и правдой буду дальше служить. Расскажи о том, как вы писали музыку с Андрианом Анатольевичем Егоровым. Это наш дирижер государственного цирка с Андрианом. Да, это было 90-е годы. Меня познакомил лидер группы Чалбан Юрий Бахалай, ну, Юрий Васильевич. Ну, я ему рассказала свою мечту, я хочу познакомиться с ребятами, и в дальнейшем я хочу вживую, да, ну, выступать и ну, творить. И он меня познакомил в 97-м году. Они играли тогда ДК Кулаковского. И вот с ним познакомилась. Я мужа вообще... Тогда муж был там, Станислав. Ну, они вместе были. Да. Ну, сначала я заметила Андриана, Петю Попова, а потом Максима. А потом через 3 дня, как мы отрепетировали, с кухни вышел с барабаном. Сейчас Валентина про мужество рассказывает, Стас вышел. И он такой, весь кудрявый, такой маленький, личиком, говорит, ой, какой одуванчик. На одуванчика похож, оказывается, человек есть. И вот так и мы стали творить, жить в творчестве. У нас было вообще... Патриотизм у нас впервые был. Ну, понимаешь, голодные годы-то. Да. Мы питались духовной пищей. И мы жили. И это нас спасло. Поэтому духовная культура, духовная пища обязательно должен быть трудный. Не хлебом единым жив человек. Что-то найдем, покушаем, у кого-то пойдем покушаем, ко мне придут, покушаем. Вот так вот. И спим вот так всяко разно. Тоже было. Это же прикольно, все хорошо, это молодость, ничего делать-то. Ну, зато сейчас мы уже как бы там, где мы есть. Так, раз уж мы находимся в библиотеке, сейчас немножко отвлечемся от музыки, поговорим о книгах. Вот. Последняя книга, которую ты прочитала? Ой, это очень трудно, потому что у меня очень много дел. На съемной даче я читала там «Братья Стругацкие». «Квартира» называется. Очень интересный выбор. Я думаю, что это... И «Ивана Орбиту» я посмотрела. Я думаю, что, наверное, это повлияли на тебя братья Парфеновы. Нет, я вот это старые вот эти... Там очень большая библиотека была, и там смотрела, все прочитала. Ладненько, перейдем к вопросам посложнее. Отвечай, как хочешь, сейчас это не блиц. Ты будешь меня мучить? Нет. Это серьезные вопросы просто. Во что ты веришь? Я верю в любовь. Если любовь есть, ты будешь сильным человеком. Любовь все закрывает и прощает. Все покрывает, да. Все лечит и дает надежду. Без любви это вообще не знаю, как я жила бы. Что для тебя главное в жизни? Ну, главное в жизни... Вот, наверное, любовь? Ну, это тоже любовь. Главное в жизни, что семья была хорошая. Семья? Да. Знаешь, что мне как-то давали, 2 чашки, да? В одной чашке было золото, в одной чашке было макаровье, там, говно. Ну, так, да? И что ты выбираешь? А я выбрала ту чашку. Не золотом, а ту чашку. И свой балаган нахвала и стало хорошо жить, понимаешь? Понял, теперь ты хорошо. Так, а смотри, вот тоже очень серьезный вопрос. Ты веришь в судьбу, в то, что типа человек ничего не может изменить в своей жизни, да? То есть, как бы такая судьба и все, типа. Или же ты думаешь, что человек сам вершит свою судьбу? Нет, судьба есть. Все, когда
при рождении уже сверху уже написано судьба, все, что у тебя будет, там, сколько лет ты будешь жить на этой земле. Да, судьба есть. Но это вот за это отрезок жизни ты должен делать хорошие. То есть от человека зависит? Да. Хороший? Судьба-то и есть, сколько ты должен родиться и уйти с этого мира, да? Внутри. Это короткое время, да, ты должен сделать что-то нужное, что-то хорошее. И ошибки, и все, и достижения должны быть там. Вот сейчас для многих ты уже кумир, получается, да? А кто твой кумир? Я не люблю, что... у меня такое философское понятие, что у меня нету кумира. И не хочу, чтобы из себя делали. Да. Чучело. Потому что я тоже бываю... чтобы из себя делали. Я тоже такая хулиганит, такая, я тоже не идеальна. То есть человек? Я человек, знаешь. И все люди. Да. Так. Но я горжусь, потому что если за меня болеют, это же прекрасно. Конечно, это очень приятно, на самом деле. Вот, ладно, переходим к блиц-опросу. Блиц-опрос — это короткие вопросы, на которые нужно быстро отвечать, не задумываясь. iPhone или Android? Android. Борщ или якутский суп? Борщ. Блондины или брюнеты? Брюнеты. Рок или джаз? Джаз. Фортепиано или гитара? Фортепиано. Когда ты встретишься с Богом, что ты ему скажешь? Прими меня. С вами была Валентина Романова-Ческыры. Всем пока, встречаемся с Мартой.